Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, что скоро перевернет всю вашу жизнь. Что это? События, люди, обстоятельства, счастливый случай. Что это будет? Если вам интересно, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, вы на гребне волны. И смотрите, под вами маленькая звездочка. Но это мечта, это желание, которому суждено исполниться. Вот исполнение этой мечты, этого желания перевернет вашу жизнь. Вы, став очень счастливым человеком, поймете, что все возможно. Надо действовать, надо мечтать, надо идти вперед. Вы очень поменяетесь. Вы видите над вами семерка? Вот, видите, цифра 7. Это очень хороший знак. Кто со мной давно, кто смотрит мои видео, все знают, что семерочка — это число энергии, это число развития, движения вперед, число счастливого случая и прекрасной возможности. Это то, что ждет вас в самое ближайшее время. На гребне этой волны, в этой семерке, вы познакомитесь с очень удивительным и замечательным человеком. Смотрите, для кого-то идет знакомство, вот в любовь уходит, видите, по этому сердечку, а для кого-то уходит в очень прочный, надежный союз. Это может быть и дружба, и бизнес, и какие-то общие интересы. В любом случае, человек идет то, что надо. Таких людей в вашей жизни еще не было. Действительно не было. Настолько уникальных, настолько честных и открытых, преданных людей. Так, судьбоносная встреча. Ну, для тех, у кого будет любовь. Здесь у меня мужчина вышел, похож на огромного орла. Видите? Он расставил крылья над своей орлицей и над маленькими орлятами. Девочки, он семьянин, он преданный, он верный, он добрый, он любящий. Он тот, кто будет о вас заботиться. И о вас, и о ваших близких, и о ваших детках. Даже если у вас детки от предыдущего брака, да, там, может быть, детки взрослые, там, внучата к вам приезжают. Он будет самым-самым добрым отцом либо дедушкой. А может быть, даже и прадедушкой. Да, меня смотрят девочки, женщины разного возраста. Прекрасный человек. Единственное но, он уж очень сильно заботливый. Вас иногда это будет немножечко подбешивать. Да, будете говорить, ну что ты такой приставучий, Господи. Да отстань ты, да, со своей этой чрезмерной заботой. Девочки, мужчина шикарный, просто шикарный. Если смотрят меня мужчины, вы встретитесь с женщиной. Женщиной. Она не только замечательная, красивая, умная, но она еще невероятно добрая, ласковая. Она вам заменит и маму, и бабушку. Вот прям будете себя чувствовать с ней вот на небесах. Да, на небесах будете чувствовать. Просто невероятная женщина, да, либо невероятный мужчина идет. Но не было. Вот у вас не было опыта общения с такими людьми. Вот я вам сейчас рассказываю и чувствую, как вы вот прям такие думаете, да, ну нет. А вы ошибаетесь. А вот пройдет пару недель, и вы вспомните меня и вспомните мою отсыпочку. Да. Видите, вот как все нам показали. И сердечко, и вот, пожалуйста, птицы в гнезде.
И вы на гребне волны над звездой и под семерочкой. Невероятные события вас скоро ждут. Просто невероятные. Жизнь будет меняться. Вот знаете, вот моментально. Вы не успели прийти в себя, оп, и вот оно счастье. Я вас поздравляю. Не зря вы зашли на мою отсыпочку. Ведь эта информация именно для вас. Так, идем дальше. Здесь какое-то очень интересное предложение связано с работой, либо по работе. Вам будут предлагать очень похоже на какой-то коллектив. Может быть, работа в коллективе, либо в содружестве, сотрудничество идет, да, вот, когда несколько людей объединяются для одной цели. Люди разные. Смотрите, кто-то умный, кто-то там внимательный, кто-то ловкий, да, вот у каждого есть какой-то свой уникальный специфический талант. Вот такая вот группа, тим получается, очень необычных людей, которые вот вместе соединяются, собираются и начинают работать. Если вас интересует такое предложение, либо вы заинтересованы в том, чтобы найти новую работу, подработку, либо, может быть, расширить свой бизнес, пожалуйста, не отказывайтесь. Не отказывайтесь, участвуйте. Возможно, не все и не сразу будет получаться, но поверьте, со временем вы таких делов наделаете. Это просто шик идет. Уникальная какая-то группа, и вот люди так подобрались, да, вот как будто бы вас специально отобрали, вот вместе соединили. Тут даже какое-то открытие, либо какое-то, ну как достижение, возможно. Что-то вы уникальное, либо разработаете, либо сделаете, либо придумаете все вместе. Вот люди будут идти только к вам, обращаться только к вам. Идет какая-то тотальная популярность, да, вы будете мега востребованы. Вот именно ваш коллектив, либо то, что вы делаете, либо то, что вы придумаете. Вот один человек достигает успеха, но минимального. А вот когда в группе, здесь феноменальный успех идет. Вот. Важно работать сообща и в коллективе. Вот что важно. Кому-то, кстати, будут предлагать высокую должность. Видите, вы стоите выше всех, а у вас вот с правой, с левой стороны есть люди, как в подчинении у вас находятся. Руководящая должность, либо старшая, да, старший в отделе, лидер группы, опять же таки, может быть, да, лидер проекта, или как нам, начальник проекта, директор проекта. Вот. Не отказывайтесь, верьте в себя. Поверьте, вы сможете, обязательно сможете. Тем более, смотрите, как деваться-то некуда, на вас-то ваши подчиненные смотрят. Вы будете замечательным руководителем, вы будете самым лучшим лидером. За вами действительно пойдут. Вы умеете организовать людей, вам для этого не требуется каких-то жестких мотиваций. Вы своим примером показываете, как надо. Так, для тех людей, кто уже у меня в возрасте, кто на пенсии, кто, как говорится, свое уже отработал, возможно, вам будут предлагать возглавить какой-то комитет, какие-нибудь там группы там, саморазвития, либо самодеятельность. Может быть, вас назначат старший, я не знаю, по дому, либо вас будут выдвигать как представителя общественной группы. Да? Вот именно на вас падает выбор. Потому что люди вам верят, люди именно вам доверяют. Люди готовы за вами идти. Пожалуйста, не отказывайтесь. Для вас это прекрасный шанс найти дело всей своей жизни, быть востребованным человеком. Вот. И смотрите, как и самоуважение у вас появится. И вот всеобщая любовь, любовь к вам, доверие и любовь к вам. Это ваше место. Но поверьте, если вы откажетесь, придет какой-то самодур, либо самодурочка и начнет губить это дело. Ничего для людей делать не будет, а всякую гадость и, скажем так, саботаж. Разве это будет хорошо? Подумайте с этой стороны. Я вижу, вот особенно у меня девочки вот уже такие вот 60+, могут сомневаться, могут сказать: ой, у меня возраст, у меня там проблемы со здоровьем, могут отказаться. Пожалуйста, не отказывайтесь. Если люди вам доверяют, вас выбирают,
Берите на себя эту ответственность. Ничего плохого не будет, будет только хорошее. Вы столько хороших дел поделаете, вы столько добра людям принесете. Если не вы, то кто? Вот так себя честно и спросите. Правильно, никто. Только вы можете это сделать, потому что вы настоящий человек, чистый и открытый. Так, идем дальше. Здесь какой-то неприятный мужчина, очень неприятный, но мужчина на черта похож. Простите, пожалуйста, но именно так мне его и показали. Этот мужчина, девочки, ну еще раз простите меня, я понимаю, что, возможно, но я не могу по-другому, я должна говорить так, как я вижу. Этот человек вами пользуется, он вами пользуется, он вас обманывает, и вы это чувствуете, вы ведь действительно это чувствуете. Кому-то во снах все это открывается, кто-то прям во сне видит его, вот в его обличии, вот этом чертовском. Он нечестный с вами, нечестный, и доверять ему не стоит. Вам уже не только я, да, еще какие-то другие люди тоже на это говорили, указывали. Вам придется с этим человеком попрощаться. Да, он будет вас уговаривать, да, он будет там вам обещания давать, там на коленях ползать и говорить, пожалуйста, ну не выгоняй ты меня и прочее, прочее. Девочки, я вам сейчас такую вещь скажу, только поймите правильно. У вас проблемы со здоровьем, у вас проблемы с деньгами, у вас неприятности большие и мелкие. Они происходят из-за того, что этот человек рядом с вами. Он ужасно фонит негативом. Знаете, он, ну как одержимый, что ли, идет. Он как источник какой-то грязной, такой вонючей, тягучей энергетики. Я не могу на общем сказать, что это конкретно. Это нужно, конечно, индивидуально просматривать, желательно еще по фотографии. Но он на вас очень негативно влияет. Он негативно влияет на вас, на ваше жилище, на ваших близких. Даже если есть животные, тоже очень негативно влияет. Чем раньше вы с ним попрощаетесь, тем будет лучше ваша энергетика, ваше здоровье, ваша жизнь и жизнь ваших близких. Поверьте, все вот просто подумайте, да, когда вот эти все неприятности начались в вашей жизни. Правильно, они начались с его приходом в вашу жизнь. Он вошел в вашу жизнь, и все. Потихонечку наш паровозик пошел под откос. Вот и все. С ним что-то не так, причем очень сильно не так. Это нехороший человек, нехороший, энергетика очень плохая, деструктивно действует и на вас, и на ваших близких. Если вы с ним расстанетесь, вы, знаете, как на новый виток пойдете. У вас жизнь кардинальным образом начнет меняться в лучшую сторону. Если вы с ним останетесь, простите, но вы себя погубите. Возможно, он энергетический вампир, возможно, он проклят, возможно, он действительно одержимый. Понимаете, он постоянно к вам подключен, энергетически подключен. Он свой негатив на вас оставляет, а из вас все самое лучшее, да, все соки вот ваши, живительные соки он забирает себе. Здесь однозначно надо рубить, надо прощаться и надо перед ним закрывать дверь. Непростое решение. Я вижу, что будете и плакать, и страдать, и прям ломка у вас по нему будет. Ну вот да, ломка, да, правильно. Он как наркотик на вас действует. Но нужно быть сильнее. Нужно с ним попрощаться. Девочки, после этого все наладится. Абсолютно все наладится. Поверьте, одиночество не грозит. Вот сколько я цыпок не делаю на ютубе, да, я на своих гаданиях ни одной девочки-одиночки не встретила, женщины. Вот что прям судьба, да, судьба быть одной. Я не встретила, нет таких. И в очередной раз вот мне показывают. От
черта избавляетесь, смотрите, с каким приличным мужчиной вы начинаете жить. Жить, дружить, жениться, да, замуж выходить. И все будет хорошо. Мужчины, переворачивайте на себя. Кстати, у мужчин женщина пьющая. Пьющая и матерится. Вот если ваша женщина такая, и у вас с ней не ладится, вот все то, что я рассказала, да, это про нее. Здесь явно что-то не так с этим человеком, вот кто вышел. Ну, просто так не показывают, понимаете, чертей просто так не показывают. Значит, что-то серьезное. Так, идем дальше. Важное событие. Что-то вы добудете. Добудете. Причем сами, своим умом, своим трудом и какими-то конкретными своими действиями. Что конкретно добудете, не могу сказать. Это общая отсыпка. Но мне здесь показали черепаху. Вот как будто бы вы руками вот за голову схватили черепаху и ее вытаскиваете. Ну, черепаха — это очень добрый знак. Это знак стабильности, знак долголетия, хорошего здоровья и знак мудрости, знаний. Добудете, девочки, мальчики, добудете. Это вам суждено добыть путем проб и ошибок, путем даже каких-то болезненных обстоятельств и ситуаций, и путем борьбы прежде всего с самим собой. Да? Сама с собой будешь бороться. Мудрость добудете. Сейчас у многих состояние затуманенности идет. Вот человек не знает, что делать, как делать. Вот такие вот сложные обстоятельства, там люди какие-то все непонятные, мутные. Вы в каком-то ступоре находитесь. Это, как знаете, перед рассветом, да, перед рассветом самое темное время суток, когда луна уходит, когда все звезды тухнут. Вот. Темно-темно, а потом раз, и вот они, первые лучики солнца, которое всходит. Вы сейчас именно в таком состоянии. Да. Ну, это вы своими руками, сами для себя. Пусть и не просто, но вы это сделаете. Вы это сделаете. Знаете, эта мудрость, эти знания, они ведь есть у вас. От рождения есть, да, они внутри вас. Это связь с вашим родом, это связь с космосом, с высшими силами. Это все есть. Но это надо раскопать вот в глубинах своей души, в глубинах своего разума. Это все надо раскопать. И вы раскопаете, найдете, добудете. Вот эту ценность вы обязательно добудете. Так, и еще важный момент. Здесь кому-то суждено выиграть. Я вот не могу сказать, что конкретно вы выигрываете, но выигрыш вас ждет. Ну, у кого-то это лотерея, да, выиграть лотерею. У кого-то это выиграть в каком-то конкурсе, в какой-то компетиции, в каких-то соревнованиях. Да, вот именно идет выигрыш. Особенно отыграется у тех, кто себя считает абсолютно невезучим человеком. Ну вот никогда вам не везло. Сколько там лотерею не покупали, никогда не выигрывали. Либо в каких бы конкурсах не участвовали, никогда никаких там призовых, даже около призовых мест не было. Вам идет как... Ну вот за все ваши неудачи, за все ваши вот эти проигрыши идет один большой джекпот. Я вам рекомендую настоятельно участвовать во всех конкурсах, во всех лотереях и во всех розыгрышах. Вам обязательно повезет. И на этот раз очень крупно повезет. Вот с момента этого выигрыша вы становитесь фартовым человеком. Причем фартить будет, вести будет и во всем. И в крупном, и в мелком, и в случайном, и проходящем, уходящем. В любом будет вести. Вот именно везение. Вы как запускаете свое везение. Замечательно. Просто замечательно. Так, и еще очень важный момент касается встречи. Смотрите. В вашей жизни был человек, который был вам дорог. Но вот не могу понять, да, по каким-то обстоятельствам ваши дорожки разошлись.
И вы считаете, что новая встреча невозможна. А кто-то считает, что этого человека уже нет, да, нет среди живых. Я вижу возвращение этого человека. Вот реально возвращение, вот физически, да, возвращение человека, с кем вы навсегда, скажем так, попрощались. Для вас это будет шок, для вас это будет невероятное потрясение. Ну, даже не знаю, с чем можно сравнить такое потрясение. Такое состояние, прям ступора даже, возможно, наступит. Ну да, простился с человеком, считаю, что нет, и тут он раз и появляется. Но вот вам выше его возвращают, либо ее возвращают. Просто возвращают. Это не чудо. Нет, это не чудо. Это было какое-то испытание. Испытание, которое вы прошли. Либо это человек, да, для человека было испытание, которое он либо она прошли. Человек вернется. Живой, здоровый, как поумневший, повзрослевший. И к вам вот с такими добрыми, ласковыми чувствами идет. Вот будет такое событие, но будет вот прям попозже у вас. Это настолько перевернет вашу жизнь, перевернет, знаете, даже какие-то понятия базовые перевернет. Какие-то ценности даже, да, вот ценности поменяются, либо вы что-то пересмотрите в своей жизни. Это невероятное событие, и те, кто вас знают, этого человека знают, ну, для этих людей это будет не меньше потрясения, чем для вас. Но человек обязательно вернется. Все будет замечательно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.